Я пошла работать на завод, проработала там 3 года и поняла, что это категорически скучная деятельность. В науке много нового можно узнать. Самый главный интересный момент – ты получаешь информацию, которой для тебя не было. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Ирина, я ученый, я работаю на кафедре экологии и природопользования. Когда я закончила университет, я пошла работать на завод, проработала там 3 года и поняла, что это категорически скучная деятельность, эколог на предприятии. А хочется чего-то какого-то динамичного, какого-то развития, чего-то научного. И я пошла в науку, не жалею. Как прогнозировать, а так и анализировать явления в окружающей среде без выезда на природу. То есть мы пользуемся, допустим, теми же самыми беспилотниками, аэрофотоснимками, снимками с космоса и делаем выводы о том, что было, что будет, вот таким вот образом. И у каждого члена нашей кафедры есть свое направление. Кто-то занимается природными водами, кто-то промышленными водами, кто-то оценивает атмосферный воздух. У меня базово и своя кандидатская диссертация, у меня по природно-очаговым заболеваниям. То есть распространение клещевого энцефалита на территории Удмуртской республики, прогноз, что будет, как бороться. В своей работе мы используем много разных приборов, но интереснее всего приборы, наверное, газоанализатор и шумомер. А шумомер тоже техника очень нежная, и с ним мы обращаемся тоже очень нежно. Взяли шумомер, чуть попроще, этот приборчик, чем тот, который мы с вами на кафедре видели, и пошли замерить шум вдоль улицы Удмуртской. Мы включаем шумомер, на мониторе у нас отображаются показатели. А здесь мы видим около 70 децибел. То есть если бы такие показатели у нас были в жилом помещении, то это было бы нарушением. Если мы говорим о почвах, то мы можем сделать выводы о том, какая растительность здесь будет произрастать. То есть если судить с утилитарных позиций, то что здесь лучше выращивать, в какой последовательности, какие культуры здесь могут быть. Возможно, здесь вообще не надо ничего выращивать. Возможно, здесь нужно какие-то почвозакрепительные мероприятия проводить. Возможно, мелиоративные работы. То есть если, допустим, у нас очень щелочная, либо очень кислотная среда, соответственно, расти там то, что нам нужно, будет плохо. Для этого, например, можно провести известкование, либо какие-то еще работы. То есть, в принципе, если с позиции ученого, то насколько эта почва благополучна в данный момент. В науке много нового можно узнать. Самый главный интересный момент, что ты получаешь информацию, которой до тебя не было. Выявляешь закономерности, которые до тебя никто не знал.